Привет, друзья! Меня зовут Ильдар Аюпов. Сегодня мы будем оттатаривать шрифт. Оттатаривать, то есть добавлять 6 символов татарских в готовый кириллический шрифт. Меня часто об этом спрашивают, откуда мы берем в наших проектах такие красивые шрифты, добавляем сами. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать про несколько вещей. Во-первых, я ни разу не шрифтовик, поэтому это, конечно же, урок для непрофессионалов. А шрифтовики, я им предлагаю закрыть сейчас это видео и идти править свой кернинг. Потому что здесь будет много такого любительского. Во-вторых, изменение шрифта юридически никак не поддержано, потому что даже купив шрифт, вы не приобретаете право его изменять. Поэтому действуйте на свой страх и риск. Я лично стараюсь использовать бесплатные шрифты в надежде на то, что авторы как-то не очень следят за их правами. Ну, тем более наши авторские проекты в основном некоммерческие, поэтому тоже как аргумент. Ну, ни разу проблем в принципе не было. Но в целом, конечно же, даже шрифты, называемые бесплатными, чаще это краденые платные. Хороший, качественный шрифт обычно платный. Помните об этом. И помните, что вы работаете на свой страх и риск. Вот. Начнем. Для работы вам потребуется FontLab. Такая программа, которую можно скачать здесь. Она стоит дорого, по-моему, $600, но у нее есть 30-дневный триальный период. За 30 дней один шрифт можно сделать. На самом деле уходит не больше часа обычно. Так, скачивайте ее. Я буду показывать на macOS. У нее есть версия для Windows тоже. Программа выглядит вот так. Я открою шрифт. Я подготовил вот Zero Round. Кстати, он как раз это случай, когда он шел как бесплатный, я его скачал. И, насколько я знаю, Zero это вполне себе платный шрифт. И не дешевый. Вот. Но это версия демо, так что, я думаю, никто не обидится на нас. Итак, сначала самое простое. Это буква «Э», да? Во-первых, вот здесь выберите раскладку символов у OpenType Let Kir Asia, потому что символов много, 24 тысячи, и чтобы найти легко татарские, надо выбрать вот именно эту раскладку, таблицу. И чуть-чуть вниз прокручиваете, доходите до кириллических, вот они, кириллические. И чуть-чуть ниже уже символы разных народов бывшего СССР. Находим букву «Э», самое простое, как я сказал. Мы, естественно, с нуля не будем рисовать символы, мы будем основываться на других символах. «Э» — это «О» с планкой такой, да? Выделяете, нажимаете «Копировать», Command-C, на Windows Ctrl-C. Нажимаете «Вставить», Command-V на macOS, Ctrl-V на Windows. Нам важно использовать чужие, уже готовые символы, потому что у них уже сделан кернинг, выставлен. Кернинг — это вот такие, это ширина символа, которая подбирается и автоматически, и вручную, часто все-таки доводится вручную, чтобы буква не прилипала к соседним символам. То есть сочетание этого символа со всеми другими символами этого шрифта, чтобы она оптически была всегда посередине между двумя символами, слева и справа. Без опыта вы сами это не сможете сделать, а вот взяв другой символ, этого даже не надо будет делать. Тут не хватает планки. Найдем планку. Планка у нас у буквы «Э» есть, так ведь? Копируем его, так выделяем. Command-C. Копируем.
Вводим обратно. Command-V. Выделяем кончики. Замыкаем контур. Контур. Join. Замыкаем. И одновременно его еще и увеличиваем, чтобы довести до краев. И вот чтобы такого двух кирпичиков не было, у нас тут двух частей. Выделяем полностью. Так. И нажимаем контур. Remove Overlap. Все, символ готов и готово. Заглавную не буду делать. Она делается точно так же. Идем самую сложную букву, букву «Э». Почему сложная? Потому что она есть только в татарском. И непонятно, как ее делать. Один из способов, есть два способа. Берем «Е» и переворачиваем, да? Самый простой способ. Выделяем полностью. Вот здесь есть такая вещь. Это не переворот, это отражение, да, зеркальное. Дважды нажимаем. Получается «Э». Вот здесь еще это более-менее выглядит, но в 90% шрифтов не симметричные, и переворот на самом деле все попортит. У вас будет неправильный кернинг, у буквы толщины бывают разные с двух сторон, они бывают скошены немного. В общем, много причин, почему это не работает. Потом есть второй способ. Берем букву О, мы ее берем, чтобы взять у нее ширину. И копируем контур буквы Э. Вставляем его, выравниваем с О, да? Теперь доводим эту планочку до конца. Ой, до конца. Шрифтовая работа требует много терпения, ничего не бывает быстро при работе с шрифтом, поэтому запаситесь терпением, оно вам поможет. Так, хочу вот это взять. Ну, сейчас я не буду доводить прямо до мельчайших подробностей, примерно, ладно? Когда будете сами работать, делайте хорошенько. Вот, и здесь придется немного вот так счетверить, так сказать, и сделать примерным. Потому что с буквой О не совпадает. Даже можно сделать, наверное, так. Ну так нельзя. Так нельзя. И так. Теперь удаляем О, она нам больше не нужна. Она была как бы... Она нам никак не помогает. Выделяем полностью. Можно вот так выделять, а можно нажать Command-A. То есть выделить все. Контур, Remove Overlap. Готово. Не забывайте, что у нас здесь получилось две точки. И, в принципе, они никак не мешают, но одну следовало бы удалить, конечно. Ну, вроде вот неплохо получилось, но на самом деле здесь тоже много претензий к этой букве. Например, что вот эта верхушка очень близко к низу, да? Она должна быть где-то здесь, выше. И проблема в том, что при маленьком кегле она будет очень похожа на «э». Вот это проблема буквы «э». И, наверное, в идеале мы должны делать ее такой же узкой, как «е». Но эта проблема никак не изучена, потому что, как я говорил, «э» есть только в татарском. И вот должна ли по ширине «э» соответствовать «е» – это вопрос. Вот видите, да, что насколько «е» уже, чем «э». Но для наших целей нормально. И, в принципе, этой проблемы вряд ли кто заметит. Так, тем более во многих шрифтах, конечно, О очень близко к Е по ширине. Что у нас еще осталось? Есть У. Заглавную У берем из английского Y. Где У? Вот У. Вставляем.
строчную, берем букву В, по ширине она подходит к У. И хвостик берем из буквы R. Так. И соединяем. Command-J, быстрое соединение. Выделяем полностью. Command-A, контур, remove overlap. Готова буква У. Так, немного косо получилось, похоже, да? Давайте поправим. Перфекционизм никто не отменял. Так. Ну, более-менее, да? И вот надо еще смотреть всегда дополнительные символы в шрифте. Иногда там бывают полезные. Например, здесь я запомнил, что есть. Да, вот есть греческие символы. Здесь есть буква У. Интересно будет посмотреть, насколько наша У совпадает с той, которую задумал автор. Ну, почти идеально совпадает. Отлично. Я очень рад. У. Так, все гласные готовы. Теперь согласные. Например, «н». Мы берем ширину от буквы С. Ширина от буквы С. Находим «н». Они обычно с «н» равны по ширине. Посмотрим, как здесь. Так, вот здесь вы видите, что «н» и «ц» отличаются по ширине. То есть они немного сузили «ц», чтобы хвостик добавить. Ну, ничего страшного. Мы возьмем хвостик от «ц». Вот так, аккуратненько. Edit, Cut, то есть вырезать. Все остальное удаляем. Вставляем теперь. И немного двигаем, чтобы хвостик было видно. Не надо стесняться хвостика. Если он есть в символе, значит его надо рисовать. Иногда почему-то хвостики прямо делают совсем не видными, не уступающими, чуть ли не продолжение. Вот я видел много раз такие хвостики. Вот так вот как-нибудь. И выглядит это ужасно, конечно. Хвостик есть, его видно. Так, и, значит, контур Remove Overlap. И теперь вы заметили, что мы испортили кернинг, потому что, помните, C была уже, чем N. Соответственно, чтобы поправить кернинг, мы не будем подбирать все, мы просто его скопируем с C. Зайдем в C, возьмем здесь инструмент линейка, посмотрим, сколько. 28 пунктов. Кернинг C. Заходим обратно в N. Выравниваем. Да? А вот здесь, кстати, есть 0. Соответственно, можно просто написать 28. Вот, готово. Буква Ж. Иногда я беру ширину от буквы Щ, но она не очень подходит, потому что уже диагонали, как бы, да, поэтому это не совсем корректно. Давайте просто возьмем букву Ж. Так. Кстати, тут иногда может спутать, например, вот это да, есть, а есть еще вот это и вот это другое. Не путайте. Это то ли башкирское, то ли еще какое-то. Не помню. Так. Вот G, да? Прямо рядом. Вставляем. Берем наш хвостик, который мы только что использовали. Ни одного примера, где хвостик присоединяется к диагонали, нет. Поэтому здесь придется немного поступить по-своему. То есть на свой страх и риск. Ну, то есть, как не задумал автор, скажем так. Для этого мы
я ставлю всегда вот этот центр на центр полукруга, да, вот этого овала. А в эту сторону тяну вперед. Вот, тогда получается всегда более-менее. Выделяем полностью. И элемент контур remove overlap. Да? Кернинг у нас ужасно сейчас стал. Ну, посмотрим, например, на чей кернинг посмотреть. Чей скопировать. Например, от буквы Щ. Неужели там те же 28? Да. Не слишком парились создатели шрифта. И сделали те же 28. 28. Вот. Конечно же, эти дополнительные буквы совершенно ужасно выглядят. Ж и так широкая, а с хвостиком она становится еще больше. Но что есть, то есть, да? Теперь самое-самое сложное – это буква Х. Мы ее просто берем из английского, копируем. Так. Сейчас найдем. Ага. Вот. И вот это ужасное заглавное Х, которое сама по себе уродская, а еще и не возьмешь ее ниоткуда, да? Я обычно беру ширину буквы П, то есть вставляю сюда П. Беру Ч, просто переворачиваю Ч. Это не прямо не супер, конечно, но Х сама по себе редкая буква. Так что ничего страшного не будет. Они, видите, уже довольно сильно совпадают. Так, можно посмотреть, на сколько пунктов. 4, 5, 6, 7, 8. На 8 пунктов совпадает, да? Можно, наверное, уменьшить на 8 пунктов кернинг ради этого. И удаляем P. Вот. Частенько, кстати, в некоторых шрифтах Ч не получается. Просто берем Ч, потому что она выглядит по-другому. Есть там засечки или еще что-то. Но в этом случае ничего не поделаешь. Придется рисовать. Например, там перевернуть Р и рисовать. Или взять ту же П и ей пририсовывать дополнительные вещи. В общем, с Х проблема. Но, с другой стороны, она редко встречается. Ну, с третьей стороны, она есть в слове ham, который часто встречается. И если есть какой-нибудь заголовок большими буквами, тогда, конечно, его будет видно. Ну ладно. В общем, в целом готово у нас все. Теперь заходим в файл. Font info. Я обычно переименовываю шрифт, чтобы он не соединялся с тем основным. Уберем напись demo. Назовем его tatar. И здесь build names нажимаем, чтобы он создал имена для всех. У шрифтов много метаданных. Так, теперь надо его экспортировать. Экспорт фонд S. Выбираем TTF. Выбираем куда. И экспорт. Он создаст нам папку, которую на Mac просто дважды кликаем, нажимаем Install. На Windows, по-моему, надо закинуть в папку Fonts. Или там тоже сейчас реализовали функцию, когда просто нажимаешь установить. Да, была функция такая. Так. Попробуем где-нибудь его использовать. Заходим в Pages. Берем покрупнее какой-нибудь шрифт. И ставим татарскую раскладку. Так, шрифты не выбрали. Татар.
Угу. О, все работает. Так. Еще буквы не проверили. Угу. Все работает. Так, заглавного у нас, конечно, нет, поэтому другой шрифт включился. Ну вот, шрифт получился, шрифт готов. Если есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, постараюсь ответить. И создавайте много-много татарских шрифтов. Пока!